Обезопасить население и жизненно важные объекты от затопления. Такая задача стоит сегодня перед целым рядом профильных ведомств и властями муниципалитетов. Основная защитная мера – берегоукрепительные работы в потенциально паводкоопасных зонах, подготовку к прогнозируемому повышению уровня воды на участке русла реки Сунжи в окрестностях сельского поселения Барсуки проверил премьер-министр Владимир Сластенин. Ася Горчханова сопровождала. Уровень воды в реке в этой местности поднимался неоднократно. В зоне подтопления в прошлом году оказались около 30 домовладений. Камбулат Буружев здесь проживает всю сознательную жизнь и не понаслышке знает, какой буйной бывает Сунжа. Природные ресурсы дождей. Представители Минприроды проделали огромную работу для устранения этих проблем, за что мы им благодарны. Ход подготовки к возможному повышению уровня воды в природном источнике проверил премьер-министр. Для того, чтобы снизить риск наводнения в случае паводков и затяжных дождей, проведены берегоукрепительные работы и по восстановлению моста через реку Сунжа. Русло-регулировочные работы также проведены, произведено дополнительное углубление, чтобы в случае увеличения на эту сторону на паводок не пошел. И здесь также проведены берегозащитные работы. На территории, которую удалось обезопасить, расположено около 30 домовладений. Проведенные берегоукрепительные работы помогут избежать ущерба, который мог бы нанести сильный паводок, предположительно на общую сумму порядка 700 миллионов рублей. Были усилены конструктивные элементы, улучшено армирование и заложен бетон повышенной марки. Плюс к этому увеличена общая площадь сечения в 2 раза самого сооружения. Вследствие этого стихия нам не подвластна, но в соответствии с расчетами паводок такой же обеспеченности, как в прошлом году, данное сооружение должно выдержать. По словам министра природных ресурсов, все мостовые сооружения проверены на предмет технической готовности к чрезвычайным ситуациям. Паводковый период у нас только начинается, и можно длиться до середины июня. Процентов 95 мы готовы. Ежегодно погода демонстрирует свои капризы, размывая берега водоемов и затапливая прилегающие территории. Вышеперечисленные работы позволят не только снизить риск наводнения, но и в значительной степени восстановить экологическое состояние водных объектов. Ася Горчханова, Тимур Карахоев, Мадина Марзиева. Вести, Ингушетия.